отечественный продукт, но правда он не отпескоструен, как вот эти чаши. Что? Ну поэтому его трудно просто заводить. Прозрачный бывает. Ну да, а это тоже на самом деле просто она пескоструен. Когда мы играем на металлических чашах, то звук он резонирует с земным ядром, потому что мы говорили с вами, что в центре Земли никакая не расплавленная магма. Ну, она есть, но не в центре Земли, а, так скажем, между внешней корой и внутренней корой Земли. А в центре Земли вращается кристалл из железа, металлический кристалл. За счет его вращения вместе с самой Землей вокруг планеты вырабатывается электромагнитное поле, потенциал которого использовал русский ученый Николай Тесла в своих двигателях. Русский? А? Ну, серб это русский, да. Сербское ясновидящее Ванга, потому что болгарский язык, ну, когда болгары говорят, все понятно, в общем. Планету специально кто-то создал или она сама такая Тесла построена? же, что он мог? Электричество всю планету, да? Если и создал кто-то, то это существо, понятное дело. Этот, ну, то есть творцом наверняка создано таким образом, да, потому что кристалл огромный. Хотя, если учесть, что наши предки могли целые планеты, земли перемещать через врата и на мире в параллельную реальность, то, может, да, кто так мог и такой инженерный проект реализовать, как металлическое ядро, в традиции, так скажем, Рерихов, да, и Агни-йоги, он известен как планетарный логос. Собственно, за ним и охотятся космические пираты, да, но мы об этом говорили. Поэтому, играя на металлических чашах, мы через звук соединяемся с ядром Земли, имеющим металлическую природу. Играя на хрустальных кварцевых чашах, мы соединяемся с корой Земли, имеющую соответствующую структуру. Наша Земля кристаллическая планета, кора Земли, да, кремний. Вот из такого кремния лет, наверное, 15 назад были впервые созданы, было видение, да, шаманам Северной Америки, индейцам, о том, что новая эпоха и новая Земля, она станет возможным, но этот процесс надо поддержать, и так родились, так называют, инструменты 21 века, хрустальные чаши, вот, которые вы сейчас слышали, да, и в июне месяце наш соотечественник смог повторить американскую технологию отливания хрустальных чаш в нашей стране, поэтому та чаша, которая стояла посередине, это как бы отечественного уже производителя чаша. И таких хрустальных чаш есть несколько на этом фестивале. В общем, их можно у этого Юрия приобрести. Он стоит внизу, вы видели, с волшебными стаканами. У него хрустальные стаканы, хрустальные колокольчики и хрустальные чаши. Это в качестве, так скажем, настройки мы использовали чаши, ну и в качестве рекламы доброго, хорошего человека. То есть пользуйтесь хорошими, правильными инструментами нового времени. Хрустальные чаши, удивительные инструменты, такие же инструменты нового времени, как такие металлические диски под названием Хан. Да, это тоже инструменты 21 века. Хорошо, по поводу науки времени. Сегодня нам надо сориентироваться. Григорианская дата рождения. Ой, рождение. Вчера было рождение, да, у человечка. А у нас вчера произошло чрезвычайное происшествие, да? А сегодня 27 сентября уже, да? Да. 28. 27-е. А, 27, да? А Путин когда выступает в ООН? Вчера. Вчера выступал. Уже выступил? 28-го выступает. В общем, У вас все точная информация? 28 числа он вчера выступает. сказали, что надо вроде бы вчера смотреть. А вообще не Еще знаю. Кто предлагал сказал? человек посмотреть в кафе, там типа... Да? Да,
Ага, 28-го. все, спасибо. А завтра у нас еще и затмение. Лунные. Кого? Лунное. А насколько? Лунное затмение. Затмение или И оно просто будет у нас новое? видео? Ну, не знаю, я знаю, что 2 она луны началась с будет, 5:27 да? до 8 с чем-то по Москве. Еще раз. 5:27 до 8 с чем-то по Москве. То есть завтра вечер. И прям надо начать молиться. В смысле, 17? А, утром. И здесь написано, что сегодня праздник. День глухонемых. А также сегодня день машиностроителя. И Международный день туризма. Прекрасно. Вот это зрение. Луна Я просто знаю. из рыб переходит в Овна. И завтра, когда Луна утвердится в Овне, она станет в противофазе к Солнцу, находящемуся сейчас в Весах, да, насколько я вижу. И эти противоположные знаки зодиака, это значит, картина будет следующая. Солнце относительно Земли. Вокруг Земли имеется пояс, по которому ходят все планеты. Да? Все Земли и Солнце тоже. Потому что наша Солнечная система, она плоская, как блин. И вокруг Солнца все планеты вращаются в одной и той же плоскости. Поэтому и глядя с Земли, Солнце и остальные планеты тоже вращаются в одной и той же плоскости. И эта плоскость в качестве проекции на звездное небо называется эклиптика. Поэтому на этой эклиптике мы выделяли по привычной нам системе 12 созвездий зодиака и весы, и Овен. И сейчас, глядя с Земли, мы видим, что Луна в Овне, вот здесь вот, 1/12 Овен. А Солнце в Тельце. И завтра Луна станет так ровно, что Земля окажется ровно посередине, на одной линии между Солнцем и Луной. То есть Солнце, Земля и Луна выстроятся в одну линию. Это и называется лунное затмение. В таком случае Солнце светит, и тень от Земли закроет собой Луну. Ну, на какое-то количество времени. Там, на час, может быть. Да? Солнечное затмение, оно бывает несколько минут, не более. Да? А лунное затмение может длиться там и пару часов, может длиться лунное затмение. Таким образом, да, звезды встали в позицию, когда надо сказать правду. Потому что мир этого ждет, и все понимают о том, что происходит в мире. Разгорание мировой войны, третьей, горячей, да? И что создается этот ИГИЛ. Ну, в общем, послушаем завтра нашего национального лидера по совместительству президента. Что он скажет, как он это озвучит на мировой арене. Да? Здесь мы действительно только можем за это дело молиться. День глухонемых машиностроителя 27 сентября. По даорийскому круголету числа Бога. День, сутки с 26 числа с 7 вечера по 27 сентября. Это 5-я Рамхата. И сегодня в 7 часов вечера начнется 6-я Рамхата. И здесь написано так: праздник урожая. Солнце при этом в чертоге Рамхата. Поэтому, в принципе, вот здесь вот над Рамхатом, для удобного перевода в западную астрологию, можно нарисовать что? Весы, да? И таким образом 12 знаков зодиака будут каждый вмещать в себя чуть больше чертога. Чертогов 16, а знаков зодиака 12. Хорошо. Так мы поставили сегодняшнюю дату. Также мы смотрим, что сегодня вторник. А вторник, как нам известно, это чакра вторая снизу. Цвет красный. Взаимодействие с другими сущностями происходит через чакру Зарод или чакру Сватхистана. — 27 сентября. По священному календарю майя сегодня день называется День Красной Галактической Земли Целостности. И завтра здесь снова мы видим полнолуние, конечно же. А вот вчерашний день, связанный с рождением человека, да, и нам радостно, что руководитель такого нашего фестиваля, да, является, значит, талантливым во всем человеком, да, и может других людей в мир принимать. Это большое счастье. Участвовать в 10-м юбилейном фестивале восхождения.
Вчерашний день он отмечен ясным знаком Пакальватана, об этом мы скажем попозже. И также вчерашний день, этот день был, когда открываются врата между мирами. Называется портал галактической активации. Периодически бывают такие дни, эта тема еще новая, мы еще не рассматривали. А день, который был вчера, назывался «Желтый резонансный воин сонастройки». Качества вчерашнего дня были такие, бесстрашие. Поэтому, когда у нас буквально не хватило несколько минут, чтобы раскрыть тему затмений, вот, и нам пришлось эвакуироваться, мы эти качества в себе развивали, да? Вчерашний день, день бесстрашия желтого воина. У меня, значит, соответственно, в одной руке находится звездный календарь, круголет числа Бога, плюс Калиды-Дар. И это есть в совокупности славяно-арийская наука о времени. В другой у меня руке, соответственно, солнечно-лунный календарь, который мы вчера определили, календарь 13 лун по 28 дней. И также он был у наших предков, известен был как календарь периода 3 лун. Время 3 лун 143 тысячи лет назад, когда от разрушенной спутника Земли Сварога или Деи, сама Земля Деи с помощью высококлассной инженерии нашими предками была перемещена через врата иномирии в параллельную реальность. А ядерный заряд, который ракшасы или демоны бомбануть хотели Землю Сварога, с Лютицией, у них было воинство так, было создано зеркало и ударной волной, в общем, этот заряд отразился обратно, и Лютиция была разрушена своим собственным оружием. Так об этом повествуют славяно-арийские веды о происхождении пояса астероидов. Долгое время, примерно 10 тысяч лет, наряду с поясом астероидов, который образовался между 4-й орбитой Арея, Марса, и 6-й орбитой Юпитера, Перуна, там находилась среди пояса астероидов, летала одинокая луна Фатта, которую затем наши предки, в соответствии с определенным божественным замыслом, переместили с помощью, опять же, космической инженерии и запустили 3-й луной вокруг нашей Мидгард-Земли с частотой 13 суток. Таким образом, кроме луны Лели, с 7-дневным циклом, вращающейся вокруг Земли, и кроме луны Месяца, за 28 дней делающий оборот вокруг Земли, вокруг нашей Земли стала вращаться луна Фата. Таким образом, на какое-то время демоны успокоились, но через, опять же, промежуток времени, там несколько тысяч лет, опять наша звездная система была атакована. На этот раз был атакован Марс. Надо сказать, что в тот момент, когда Лютиция, спутник Земли Сварога, была разрушена своей собственной агрессией вместе со всем воинством Кощеев, с Марса, при этом взрыве Марс был близко к Лютиции. Люцифер, это мы знаем сейчас эту Лютицию. С Марса сдула часть атмосферы, и на Марсе уже тогда стало трудно дышать, жить. В каких-то областях Марса жизнь стала с трудом происходить. Затем была схватка за Марс, о которой мы вчера тоже говорили в прошлые разы с вами. О том, что к тому времени эволюция Марса достигла того, что на Земле, на Арея, было всего 2 страны. Гиперборея на севере со столицей в Элизиум городе. И на юге Марса огромное, царство Атлантиды со столицей в городе Атлантис. Но Кощеи, поссорить народы между собой, для них дело несложное. Да, мы говорили о том, что это существа, которые земли щелкают как орехи, которые завоевывают целые звездные системы. Поэтому на Марсе у них также получилось спровоцировать ядерный конфликт между Гипербореей и Атлантидой, и планета, вся Земля Марс, выгорела. И с тех пор число года на Марсе, календарь, который был на Марсе, в себя включал число 666. Об этом мы говорили как о продолжительности лета марсианского. То есть Марс или Земля Арея, оборачиваясь вокруг Ярилы Солнца, при этом вокруг своей оси делал 666 витков. Имела. И пришлось, поступить на опережение. В то время Европа находилась совершенно под водой, совершенно другие очертания континентов было. Это было примерно 13 тысяч лет тому назад. И жрецу в нашей северной стране Даарии, на Северном полюсе был материк, о котором мы говорили, состоящий из 4 субконтинентов. В центре материка была гора под названием гора Меру. На этой горе стоял город Асгард, город богов.
столица Арийской империи, столица Дарии. Вокруг этой горы Меру с городом Асгард, Дарийский, вращалось теплое течение. Северный Ледовитый океан тогда был пресным, теплым. И наши предки, обладающие магическими способностями, вообще цивилизация тогда шла не по технологическому пути. Да, мы говорили, существует два вида развития цивилизации. Цивилизация двух типов. Технократическая цивилизация и магическая цивилизация. Вот тогда вот эта наша магическая цивилизация, и погоду можно было держать теплую, да, даже над Северным полюсом, даже над Даарией. Теплое течение, вращавшееся вокруг макушки планеты, с горой Меру, из города Асгарда Арийский, вытекало, значит, 4 реки, разделяющие Даарию на 4 субконтинента: Рай, Хара, Туле и Свага, где проживали 4 рода святорасы, да, харийцы, дарийцы, святорусы и рассены. В это время, значит, жрец по имени Спас в своем богослужении, да, выхватывает из хроник Макоши образ о том, что ракшасы или кощеи захватывают луну Лелю, и в результате войны с кощеями, которые высадились на луну и стали свои силы туда переправлять, этой Лелей было решено пожертвовать. И, в общем, эту жрецу по имени Спас показывается видение из будущего о том, что Леля разрывается на куски, взрывается просто с буквы, и на землю падает несколько осколков Лели, причем один из осколков падает в аккурат на Даарию, и Даария тонет. Жрец Спас, собирают они вечу всех 4 родов святорасы, и решено было, значит, эту информацию проверить, то есть не ждать погружения Даарии, да, а заблаговременно, как мы вчера с вами, не ждать взрыва, мало ли где что, это самое, да, а, как говорится, спасти самое главное, генофонд, спасти людей. Таким образом, значит, в течение 15 лет происходит переселение родов святорасы из Гипербореи, из Дарии уже в Рассению, по Уральским горам, по Репейским горам, Западная Сибирь, потому что то, что западнее Урала, это было там под водой в то время, и наши предки расселяются таким образом в Евразии. Так об этом говорится в славяно-арийских ведах. И на 16-е лето празднуется праздник переселения из Дарии. Называется священное лето. Мы о нем говорили, что во всех летах, видах, пес, конь, дельфин, 365 дней, и в лето 16 по счету, лето капища храма 369 дней, потому что все 9 сороковников, Рамхат, Айлит, Бейлит, Гейлит, Дайлит, Элит, Вейлит, Хейлит и Тайлит, все по 41 дню. Так бывает раз в 16 лет. Это аналог високосного дня в григорианском календаре. Да, мы говорили. В григорианском каждые 4 добавляется к февралю, 29 февраля. Получается 365, 5, 5, и раз в 4 года 366 дней в году. А у нас 15 раз 365, и раз в 16 лет добавляется не один, а сразу 4 дня. Набегает и вставляются 4 дня. И вот в эти месяца вставляются промежуточные, во 2, в 4, в 6, в 8. И получается все сороковники полные по 41 дню. Лето священное. И действительно, как и предсказывал жрец Спас, он всех и спас, с тех пор у нас и праздники вот эти, спасы в честь этого жреца, который спас, не Даарию он спас, Даария все-таки потонула. Вот, он людей, он всю святорасу, ни один человек при этом не пострадал, да, было все погружено на мамонтов, и мы все, в общем, все переместились, так скажем, да, и так появилась новая родина, и был построен новый город, новый Асгард. А с Лелей случилось именно так, как и предсказывал жрец по имени Спас. Ракшасы захватывают, демоны, да, Кощей, захватывают Лелю, и наши предки, видя, что на Леле выстраивается мощное воинство, и чародеи, и всякие там эти самые хищники, и пришлось вызвать на помощь флот Галактической Федерации. Тогда прилетел Дождь-бог, и, в общем, Лелю было решено нанести упреждающий удар. И как только через врата иномирья демоны накачали на Лелю огромное количество войска там, да, со всем войском, в общем, эту Лелю разнесли в щепки. Но так еще старались, чтобы осколки в сторону улетели на траектории, такой бомбануть, чтобы унесло в сторону. Но все-таки один осколок, как и было, видимо, это написано на роду, да,
ведь есть то, чего не изменить, да, в книге жизни написанное. Осколок этой луны Лели упал на Дарию, Дарья затонула, там волна, но все люди были спасены, были уже так была заселена Сибирь, так образовалась уже наша страна, не Дария, а Асия, да? Или раса, роды асов, страны асов, страна асов Асия, сейчас Азия. Хорошо, значит, значит, появился праздник Пасхи, и на этот праздник люди празднуют, ну, как бы тут не то, что празднуют потопление родины Дарии, да, земной родины, конечно, не звездной, земной родины Дарии, вот, а то, что люди были спасены, да, силы были спасены, реликвии, все книги были вывезены, то есть Дария потонула, ну там уже ничего не было, все удалось спасти, благодаря вот этой дальновидности жреца по имени Спас. И в честь этого люди на Пасху, вот уже 112 тысяч лет уже почти бьют яйца друг от друга. То яйцо, которое разбилось, называют яйцом Кощея и символизирует он разбитую луну Лелю. А та луна, то яйцо, которое остается целым, называют силой дождь Бога. И она символизирует нашу землю Мидгард, которую удалось спасти. Так иногда приходится хирургу жертвовать каким-то кусочком ткани, да, или зубом, допустим, для того, чтобы спасти челюсть, или для того, чтобы спасти весь организм. Так и у нас пришлось пожертвовать Лелей, уже захваченной паразитами, этими глистами, рептилоидными, да, и зато спасена была Мидгард-Земля, и месяц с Фатой оставались на своих орбитах. Через какое-то количество времени ребята, получившие это самое достойный отпор, не успокоились и снова начали свои козни строить. И тогда была битва за Фатту. В этот момент уже Арийская империя раскололась на две части. Гиперборея ссорится с помощью внешних сил, конечно, которые провоцируют всегда междоусобные войны. Красные и белые, Атлантида, Гиперборея, русские, американцы. Все же изначально единая светораса, единое человеческое братство. Но Атлантида с Гипербореей ссорится, и в момент этой ссоры с орбиты сходит, разрывается просто на куски луна Фата, и один из осколков Фаты теперь уже снова падает на Землю, но он уже падает не на территорию растения, он падает в Атлантический океан, где раньше находилась, соответственно, материк под названием Атлантида. Таким образом, у нас было разрушено две луны. Леля 112 тысяч лет тому назад, и осколок ее затопил Дарию. И Фата 13 тысяч лет назад, то есть ровно половина Сварожьего круга. То есть с этого момента еще не прошел цикл прецессии равноденствия. Мы сейчас вот здесь, вот в 2012 году пересекли эту черту. Это утро Сварога, вот это вот, а это ночь Сварога. Поэтому последнее темное время в 2012 году. Атлантида потонула ровно 13 тысяч лет назад. Вот мы прямую линию проводим, мы попадаем 13 тысяч лет назад, когда, значит, это произошла битва за луну Фатту и война между Атлантидой и Гипербореей. Эту войну выиграла Гиперборея, но цена, которой как бы добро победило зло, была такая, что в результате потопления Атлантиды на Земле пошла прибойная волна океанская высотой там, в общем, большая волна. И все было сметено. Поэтому, да, как бы Гиперборея и Русь выиграла эту войну у Атлантиды, но ценой собственного погружения в каменный век. То есть все человечество было опущено с космических технологий в каменный век. И с тех пор на нашей планете вот такая ситуация. Современные ученые это и называют, ну, типа, современная цивилизация. То есть считается, что мы появились 5000 лет по современным учебникам истории из древнего Шумера, где первая клинопись на глиняных табличках, эти шумеры писали палочкой заостренной, обжигали, и до сих пор эти библиотеки шумерские и вавилонские остались. И якобы до этих шумерских глиняных табличек ничего не было. Но этому есть ряд как бы противоречий, конечно, присутствует, как всегда. И одно из самых сильных аргументов за то, что не от шумеров произошли, а шумеры на самом деле по исследованиям орнаментам тоже были часть, так скажем, ну то есть это были осколки арийской цивилизации.